Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы гэтае абмеркаванне, ну фактычна можна сказаць, з каляжанка маёй і сувядучай дзесьці нават наших вось таких эфіраў, бо калі мы сустракаемся, так атрымліваецца, што мы как бы на амаль на роўных правах, хаця больш я хочу пачуць думкі на тое ці іншае пытанне нашай госці, блогеркі і былой палізняволенай Вольгі Такарчук. Прывітанне, Ольга. Вітаю. Вот бачыце, і голас такі прыемны, і сама як выглядае, а як падрывае ад яе слоў і ад самого яе з'яўлення у YouTube эфірах ад прапагандыстаў і не толькі ад прапагандыстаў. Вот это здольнасці, это умее чалавек. Як ты ацэньваеш сама вот этыя свае здольнасці? Ой, ну я не знаю, мне многие пишут, даже наши убежавшие, что у меня такой неприятный голос, и я слишком эмоционально, иногда даже неестественно эмоционально, хочу заметить. Я всегда естественно эмоционально. Люди, которые меня знают, они прекрасно знают, что эмоции я, по крайней мере, не умею наигрывать или как это. Вот. Поэтому я всегда искренне. Задавайте вопросы, всегда честно и искренне отвечу. Эмоцыйна, прычым часам залежыць ад пытанняў. Так, і давай пра пытанне. Слухай, я хацеў бы з табой спачатку абмеркаваць вось такую тэму. Днямі прапагандысты вырашылі, як бы так сказать, падкалоць праваабаронцаў, сказаўшы, ну што, у вас там у спісах вот столько-то чалавек, а насам-то рэч нічога вы не ведаеце. Вось там амаль там 190 чалавек было, 196, вот дакладная нават лічба чалавек было вызвалена, яны ўжо на свабодзе, яны ўжо не палітвязні, а ў вашых спісах яны, дарэчы, да гэтага часу значацца. Маўляў, што вы тут нам расказваеце, нічога вы не ведаеце, што адбываецца. Як ты паставілася, то есть тут цікавыя два моманты. Як ты сама ўспрыняла вось гэтую інфармацыю, вось гэтую спробу, ну как бы падкалоць праваабаронцаў у адсутнасці ў іх інфармацыі? Тут три момента, Дим. Во-первых, тур пошел против своего хозяина, признав, что у нас есть политические заключенные, и даже 196 якобы было отпущено про тех, про которых мы не знали. А Лукашенко нам что говорит? Говорит, что у нас в Беларуси нету политзаключенных. Поэтому пускай разбираются там, конечно, между собой. Вообще, начну с того, что эти люди, в принципе, не должны были сидеть в тюрьме. Вот в принципе мы должны исходить из этого, что эти люди ничего не совершали, чтобы их там освобождали или не освобождали, они не должны были там находиться. Второй момент, что, конечно, мы в изгнании, в Беларуси люди запуганы, боятся говорить, боятся обращаться в весну, там, признавать политзаключенным своего родного, не признавать. И понятно, что поэтому у нас не может быть цельной картины мира, да, сколько политзаключенных, кто выходит, многие боятся говорить родственники, чтобы эта информация, не дай бог, не вытекла куда-нибудь. И по второму кругу человек не поехал или там родственник не поехал, не завели еще одно уголовное дело. Вот, поэтому то, что как бы люди вышли, и Тур нам об этом сообщил, если это правда, я очень рада за людей. Дальше он там говорил про амнистию. Опять-таки вранье, на политических заключенных не распространяется. Амнистия никогда не распространялась, по амнистии никто никогда не выходил. Поэтому тоже пускай он думает в следующий раз, когда что-то говорит. Вот. Поэтому, что я тут могу сказать? Я понимаю, что их гораздо больше, чем есть список у наших правозащитников. Я понимаю, что, наверное, может быть, многие больше бы обращались, если бы, например, эти списки были недоступны широкой публике. Да? Я, например, у меня, например, посадили родственника. Я хочу, чтобы его признали политзаключенным, но я не хочу, чтобы об этом знал кто-то, кроме человека из весны, к которому я обратилась, да, ради своей безопасности, безопасности своего родственника. То есть, а у нас эти списки в открытом доступе. Я не знаю, как весна работает. Может быть, у них есть еще какой-то список, где есть фамилии, про которые мы не знаем, вряд ли.
Вот, может, тут надо пересмотреть вот такие вещи, чтобы, ну, если вы хотите, чтобы к вам больше людей обращалось, рассказывало, что вот моего родного посадили или вот мой родной человек вышел, ну, наверное, может, не стоит в данных реалиях делать это публично, опубличивать вот эти вот вещи и вот эту информацию. И, может быть, тогда люди будут более ну, больше обращаться, хотя после всех сливов я понимаю людей. Ну, понятно, им всем страшно, никто не хочет из-за какой-нибудь оплошности, ошибки с любой стороны, да, сесть в тюрьму. Ну бач, то как бы может быть в апраўданне такого дзеяння все ж таки тое, что чалавек паліцзняволены і что про гэта гавораць публічнасць у дадзеным выпадку вельмі важная, каб прыцягнуць увагу і да сітуацыі і да гэтага конкретнага чалавека, і можа быть, ну как бы у ідэале ну как бы так мяркуецца, что вот эта публічнасць дапаможа чалавеку ну как бы так выйсці на волю там ці яшчэ што-небудзь змяніць у лепшы бок сітуацыю. То бок без публічнасці, ну які сэнс, што прызналі чалавека палітвязням, што ён там ёсць у нейкай спісе, калі ніхто про гэта не ведае. Не надо всем, зачем про это всем знать? Это должно быть задокументировано в сне у людей, которые могут потом с этим списком обращаться к евродепутатам и так далее, людям, которые могут как-то повлиять на проблему политзаключенных в Беларуси. Для этого не надо пофамильно вот это вот писать. Может, тогда больше было бы обращений, мы больше бы знали про репрессии в Беларуси, понимаешь? Зачем? Ну, что от того, что ты знаешь там 800 фамилий? Ты их в эфире не перечисляешь каждый день вот так вот. А даже если будешь перечислять, что это людям даст? Ничего. То есть для меня, мне кажется, достаточно было бы, если бы ты знал очень узкий круг людей. То есть пускай будет у нас цифра общее количество политических заключенных. Вот мы ее знаем, мы с тобой ее там озвучиваем. Да? Там сейчас осталось там 800 с чем-то там человек после того, что заявил ТУР. И все. А дальше, если тебе лично про какого-то человека нужна какая-то информация, обращайся в Весну, они тебя верифицируют, посмотрят, можно ли тебе доверять, и там про этого конкретного человека там тебе скажут. А зачем общий список пофамильно? Ну, конечно, я понимаю людей внутри Беларуси, я не буду обращаться, чтобы моего родственника сделали политзаключенным. Ну, если я сейчас не конкретно про себя, а вообще вот, да, как раз, ну, там люди, я так думаю, разважают, что я боюсь. То есть я сейчас обращусь в Весну, да, это будет помощь, да, это там внимание какое-то. А сделаю ли я лучше своему человеку, который сейчас в колонии, там, над которым издеваются, там, и так далее. Ну, я еще подумаю, а надо ли мне это? Взвешу все за и против, понимаешь? Где больше плюсов, где больше минусов. Ну, сапраўды гэты фактор сапраўды ёсць, і людзі разважаюць, і што гэта можа па выніку даць як таму чалавеку, якога прызнаюць палізняволеным, тым больш калі ён знаходіцца за кратамі і как бы ну тое, что там за адміністрацыя захоча яму як адпомсціць, ніхто не зможа яе стрымаць. Ну і самому табе там сваякам як это на іх адаб'ецца. Але я вярнуся да тэмы, что вот не ведаем про гэтых людзей, і тады ўзнікае такое вот как бы думка, ну с аднаго боку яны самі не звяртаюцца у Вясну сам со словамі я тут ужо выйшаў на свабоду, выкрэсліце мяне. Ну, можа не хочуць, можа не ведаюць, можа яшчэ што-небудзь, а з другого боку, а як так атрымліваецца, што мы пра іх нічога не ведаем, што вот яны неяк вот раней былі там умоўна кажучы дзе-нибудь у сацыяльных сетках, а зараз іх няма. Яны раней там тэлефанавалі нейкім сваякам, там мелі сувязь там можа быть з кімсьці, хто з'ехаў за мяжу, зараз не кантактуюць ці кантактуюць, але на умовах, што нікому пра гэта не будзе вядома. То бок пра што гэта сведчыць, што людзі там, людзі жывуць, але жывуць нібыта ну недзе там у нейкай, як я не ведаю, як сакрэтныя агенты под нейкім пад прыкрыццём, ніхто нічога пра іх не ведае. Пра што гэта можа сведчыць? Про непрекращающиеся репрессии в Беларуси и про общий огромный страх внутри Беларуси за себя, за своих родственников, за своих родных. Например, у меня есть друг, допустим, и он пропал.
Я написала ему, он не ответил. Если у меня есть возможность связаться с нашими какими-то общими друзьями или с его родными, я свяжусь. И мне говорят: Оля, так и так, никому не говори. Вот он по политической статье поехал в колонию, но я не хочу, чтобы его признавали политзаключенным, ничего, и мы боимся, нам ничего не надо, нам не надо вашей европейской помощи, нам вообще ничего не надо. Мне надо, чтобы он быстренько там отсидел и вышел, да? Ну, я имею право опубличивать эту информацию? Нет, конечно. Правильно? Потому что это должны принимать решения родные, и этот человек, который стал политзаключенным. Вот. А если у меня нет возможности еще, кроме соцсетей, как-то с ним связаться, я себе могу что-то додумать, а дальше что? То есть я ж не могу прийти в весну и сказать: слушайте, у меня кто-то там пропал, и я не знаю, как его найти, никто не знает, как его найти, мы не знаем, как связаться. Уехал на заработки, там, весна ж тоже не будет, понимаешь, или там, наши люди в эмиграции, там, каждого человека, вот каждого там проверять, а куда он пропал или что случилось. Это просто, в принципе, невозможно. Ну, а тут ты кажешь про тое, что вот человек пропал и, по информации он, заехал у месцы, вот куды не варта заезжать, але тут мы говорим про тых людей, якія выйшлі, якія на волі, і тут інфармацыі, якой няма пра іх ніякай, то бок яны жывуць не афішуючы, ні з кім не выходзячы на сувязь. Добра, калі ім там пашпарт аддалі, і можа быть, я не ведаю, ёсць у іх права сімку сабе купіць ці няма, под якім наглядам яны знаходзяцца. То бок фактычна тур прызнаў, што людзей папярэдзілі, і яны гэта выдатна разумеюць, што калі вы тут будете неяк там афішаваць сябе, праяўляцца, неяк там пра вас стане вядома, глядзіце, можете заехаць ізноўку назад, адкуль выйшлі. Да, так и есть. И человек сидит и думает: а что мне дороже, моя свобода или то, что со статуса политзаключенным не сделают статус бывший политзаключенный и узнают, что я вышел? Мне, наверное, дороже своя свобода. Я не хочу опять туда заехать, чтобы потом ждать, когда я опять оттуда выйду. Поэтому мне проще молчать и не отсвечивать. Все правильно. Это опять-таки говорит о непрекращающихся репрессиях в Беларуси. Вот все вот это одна большая массовая страшная репрессия. Что ты не застрахован, даже выйдя из тюрьмы, у тебя нету гарантии, что ты туда обратно не вернешься по любому случаю. Потому что они сегодня проснулись, придумали что-то новое, и пошла новая волна задержаний. Завтра проснулись, еще какая-то новая волна задержания. Спасибо Игорю Туру, что мы узнали, что у нас на свободу вышло еще 196 человек. Я очень рада за этих людей, и мой им совет: сидите, если вы в Беларуси решили оставаться, и не отсвечивайте до момента, когда можно будет отсвечивать. Але вот тут я хотел бы яшчэ твои словы паўтарыць. Сапраўды, там было сказано там по амністыі, там ці яшчэ па чым, там по добрай волі Лукашенко, па яго, из-за яго гуманнасці. Але насамрэч выглядае на тое, што гэтыя людзі выйшлі ад таму, што яны просто адседзелі свой тэрмін. Да, я так думаю, что так и есть. Последняя волна помилований была, это когда выпустили 250 человек. Правильно? Правильно. Больше Коул к нам ехал, не доехал, сегодня написал: ждите, скоро приеду. Дай бог, чтобы все-таки доехал. Больше таких громких официальных помилований не было. Могу предположить, что, может быть, это были какие-то штучные помиловки, которые люди сами писали на имя Лукашенко или на имя этой дурацкую комиссию эту, да, и, может быть, какую-то часть людей по вот этим вот непосредственно их личным помиловкам их отпустили. Может быть. Но я думаю, что все-таки большая часть — это те, у кого просто закончился срок, и которые повыходили, просто не сказали об этом. Дарэчы, давай, можа быть, яшчэ закране, вот калі мы там тэму рэпрэсій закранули, ўсё ж таки ты знаходзішся ў Вільні, там побач з табою ў Вільні ЕГУ. Вось гэтая сітуацыя з прызнаннем ЕГУ і экстрэмісцкім фармаваннем, і сітуацыя са студэнтамі. Як ты ацэньваеш всю эту сітуацыю? Да, придурки они, господи. В Беларуси литовский вуз признали экстремистским формированием. Для меня это что? Это чтобы молодежь
не впитывала в себя европейскую культуру, не впитывала в себя демократию, свободу, понимаешь? Очень удобно все запретить, чтобы молодежь оставалась в Беларуси, становилась вот этим стадом, которое отправляют сейчас там, да, после 10 класса на военные учения, которые участвуют в БРСМ, машут флажками, ходят на различные всякие лукашеновские флешмобы. Ну, это ж удобнее, потому что эти люди не думают. За них уже все подумали, им сказали, они сделали. А люди в Европе, которые учатся, которые работают, студенты особенно, они видят совсем другую жизнь, свободную жизнь, без вот этих вот рамок, да, где не надо вот эти вот шторы, ты смотришь только прямо, впереди у тебя портрет Лукашенко и красно-зеленый флаг. Вот. Поэтому, ну, Лукашенко, понимаешь, я не знаю, зачем он это сделал, потому что, с одной стороны, он тут все щемится, вроде как наладить отношения с Западом, вот тут, видишь, американцы написали, вот, чтобы Литва, Польша, Украина там вроде там санкции с калики снял, да, ну, то есть ты вроде как бы и хочешь, и при этом ты литовский вуз закрываешь, медиазонды опять у нас тут летают, у нас вот на днях была воздушная тревога из-за того, что к нам залетело опять, да, медиазонд, там аэропорт закрывается постоянно, сбиваются рейсы у людей. Ну, непонятно, ты определись. Я понимаю, что он всю жизнь сидит на двух стульях, и ему, наверное, уже просто привычка такая, да, ему на одном неудобно. Но тут уж надо как-то определиться. Если ты хочешь со стороны Евросоюза к себе каких-то поблажек, да, ну, так ты тоже думай. А то ты ломаешь руку, ну, грубо, там, подпиливаешь ножку стула, на котором ты пытаешься усидеть. Ну, надо же определяться. Потом... Мне жалко студентов. Мне честно жалко студентам, которым пришлось отчислиться из этого вуза. Непонятно, что будет и с ними, непонятно, что будет с преподавателями, которые там работают, с учетом того, что это экстремистское формирование, не дай бог, чтобы там не было никаких посадок, очередных массовых задержаний и так далее. Ну, это все бред. Ну, я не знаю, Лукашенко ж мало думает, что он делает, но, видимо, и в этот раз не сильно он думает. Віталь Цыганкоў падчас нашай з ім апошняй размовы кажа, ну, выказвае меркаванне, што зараз можа ўвогуле пачацца ціск на студэнтаў усіх еўрапейскіх замежных вузаў, якія там паступілі. Гэта такая спроба рэжыма, каб не атрымлівалі заходнюю адукацыю, каб нікуды на захад не з'язджалі. Зараз, умоўна кажучы, возьмуць, прызнаюць за то, што там таксама ёсць беларускія студэнты, там пражскі універсітэт экстрэмісцкім фармаваннем. А шо ім, господи, BBC можна прызнаць таксама і пражскі універсітэт, і Гарвард, і ўсё, і тады немагчыма туды паехаць вучыцца, атрымліваецца. Ну, зато можна ехаць у Россию, Китай, там яшчэ куды-небудзь. Ну, почему? Поехать учиться можно, просто ты в Беларусь уже не вернешься, пока там будет режим Лукашенко. А поехать, ну... Понимаешь, он вот у нас и так проблема-то с населением после 2020 года, да, в Беларуси, особенно с молодым, с работоспособным населением. Ну и что он делает? Все, чтобы реально люди уезжали, и студенты уезжали, потому что здравомыслящие наши студенты, которые уже настроились учиться где-то в Европе, они, конечно, будут убегать с этой тюрьмы, понимая, что происходит, а если у них еще здравомыслящие родители, которые объясняют это все, которые объясняют про БРСМ, почему это не надо, которые объясняют там про войну, про Украину и так далее, то понятно, что между российским вузом и каким-нибудь польским, немецким и так далее умный, нормальный студент, он выберет польский. А если бы у нас в Беларуси была демократия, были вузы, можно было бы выбирать, то люди бы не уезжали, понимаешь? По крайней мере, не уезжали бы так массово, и у нас не становилось бы все так печально с каждым днем, как оно становится. Спасибо Александру Григорьевичу за наше счастливое настоящее. І галоўнае, з добрай адукацыяй. Херня, піша просто Джек, наших в Оксфордах нет. Вы не поверите, просто Джек, але ну хай их там, конечно, не сотнями и, может быть, нават не десятками, ну калі мы кажем про Оксфорды, Гарварды, але яны там сапраўды ёсць. Хай там, может быть, и адзінкавыя студэнты, але яны сапраўды там ёсць. І гэта годныя людзі.
Так, пытанне ад Хеджигера, якраз які нас пераводзіць на іншую тэму, якую мы з тобой таксама запланавалі прагаварыць. Ну, прынамсі, я запланаваў, не ведаю, наколькі табе яна будзе ў дугу, не ў дугу, але тым не менш. Вользе хаця б раз у жыцці прапаноўвалі працаваць на КДБ ці іншую спецслужбу. Можа, калі сядзела ў калоніі, і ці лічыць такіх дзеячоў, як Пятрухін і Вірус, ужо завербаванымі? Нет, мне ни разу не предлагал никто никакое сотрудничество. Ну, видимо, по моему лицу в колонии в СИЗО было понятно, что ко мне лучше с этим вопросом не подходить. Поэтому меня не спрашивали ни про помиловки, буду ли я писать, буду ли я признавать вину. Там пару раз спросили, поняли, что бесполезно, и все. Мне никогда никто не предлагал никакого сотрудничества. Вот. Мне иногда даже обидно. Я смотрю, там в наших общих чатах везде всем что-то пишут, какие-то смс-очки, все что-то предлагают. А мы с Олей Паук посмеялись. Ей тоже никто никогда ничего не предлагал. Поэтому но Оля-то рассказала, как ее спробовали завербовать, какие она там шапито устроила з этого всего. Где ж после гэтага пойдешь? У меня была только одна ситуация, знаешь, что когда меня с Жодина перевозили на Володарского, у меня в Жодино была в камере девушка, которая сотрудничает, да, со всеми там службами и сотрудниками разных СИЗО. Ее вот там иной раз там вызывали, вывозили на какие-то суды, давать там ложные показания и так далее. Но у меня с ней были более-менее нормальные отношения. Когда меня перевозили на Володарского, точнее, вначале у меня с ней были ужасные отношения, благодаря ей я попала в карцер, ну а потом уже от безысходности вместе ж надо сидеть как-то, более-менее как-то мы наладили коммуникацию. И вот я переезжаю, она говорит: слушай, иди, есть такой оперативный работник Клыга, я думаю, все политзаключенные, которые были на Володарского, все знают, о ком речь. Говорит, и скажи, что ты от такой-то, чтобы тебя там в нормальную камеру определили. Я говорю, ну окей. Короче, приезжаю я на Володарского, стучусь, мне нужен Клыга, срочно мне нужен. Короче, приходит этот Клыга. Я ему говорю, мне надо вот в такую-то камеру, я от такой-то, такой-то, она вам передает привет из Жодина. И вот он мне тогда сказал: работать будешь? Я говорю, не, работать не буду. Он такой, почему? Я говорю, ну так моя ж подруга на вас уже работает, как бы хватит одного работника, я не буду. Говорю, если это цена как бы камеры, то у меня вообще в любую тогда отправлять, мне вообще все равно. И не поверишь, и он тогда отправил меня вот к Марфе Рабковой, к Ирке Левшиной, вот туда вот, короче. Я сидела с девочками в хорошую камеру, и он меня не дергал, не трогал. И, в принципе, были более-менее вот нормальные условия жизни. Это, если это можно считать попыткой меня завербовать, то значит небольшая попытка была. А так нет, меня никто никогда не вербовал. Какой была вторая часть вопроса? Ці лічыць такіх дзеячоў, як Петрухін і Вірус, ужо завербаванымі? Ой... Судя, ну, по их, если брать их действия, что они все направлены очень активно против нашей борьбы, против демократических сил, при этом у них все бездоказательно, без фактов, просто наброс кое-чего на вентилятор, то могу предположить, что, наверное, да. Если не завербованы, то, по крайней мере, Петрухина, значит, знатно сломали в колонии, понимаешь? Про Вируса ничего не скажу, потому что я вот только последнее, уже когда он с Петрухиным связался, начала как-то следить за его деятельностью. С момента, как он вел эфиры на радио 97 и ушел, я больше с ним не общалась и не следила за тем, что он делает. Потом я села, вышла, как бы он мне тоже был неинтересен. Поэтому могу предположить, что все может быть, судя по их действиям, которые направлены все против ДМСИЛ. Ну, то же самое можно сказать про Спарыша, то же самое можно сказать про Шерова кота. Для того, что слушаешь, что они несут, не возникает много вопросов к ним. Слухай, ну яны ж выкрываюць усіх вот гэтых, якія, як это там, узялі 15 тысяч і нічога про гэта не казалі 5 гадоў, якія там гранты праедаюць, а нічога для дэмакратычнай для простых беларусаў не робяць, якія вот агентура і ўсё астатняе, стукачы. Слушай, Дим, ну смотри, гранты, да, у них есть доказательства, у них есть какие-то бумаги, цифры, вот хоть что-то, чтобы не голословить. Я могу сказать, Петрухин втихаря взял 2 миллиона евро грантов и притворяется, и специально прикрывается, и работает, где он там работает, развозит еду, или он уже там в другом где-то там уже работает. Ну, я же тоже так могу сказать. И просто сидеть всем ходить и рассказывать. А Петрухин на самом деле, он-то там...
тоже везде на грантиках сидит, но нету никаких доказательств, кроме вот этого пустого бла-бла-бла, одно и то же. И понимаешь, это еще цепляло первый раз, второй его слушаешь. Но когда это из месяца в месяц одно и то же, и все это бла-бла, без всяких доказательств, без всего, то же самое и вирус. Их когда слушаешь, у меня просто возникает каждый раз, вот после каждого их слова вопрос: факты. Доказательства, факты. Вот когда он про меня говорит, что я там работаю на офис, лежу под франоком, факты. Хоть один факт есть моей работы с офисом, с франоком и так далее? Нету? Ну так закрой свой рот. Вот когда они будут, мы тогда и поговорим. А просто вот это вот 15 тысяч, ну это Светланина было решение, когда рассказывать про эти 15 тысяч. Она так решила, все. Она вам рассказала, что этому солить из года в год, как это приближает крах режима Лукашенко. Расскажи мне. Это как-то нас объединяет. Ну что? Если бы они какое-то толковое расследование сделали, как наш Вилпол, понимаешь, там, когда реально вот у них доказательства, все по полочкам, документы, везде все есть, не подкопаешься. А просто говорить, так просто говорить каждый может. Ну да, але глядзі, вот гэтыя два моманта. С аднаго боку шмат размоваў про тое, что там вакол усе агенты, там ты сам пачынаюць шукаць, подозревать і ўсё астатняе. Другие кажуць, что да ладно, что вы тут как бы там як пазняк усіх агентамі называеце, а это ўсё неправда. З другого боку, то адзін усплывае, то другі нешта там некая незразумелая інфармацыя. Ведаем добра, что людзі дзеляцца, якіх ужо навучылі, калі яны раз і скрын робяць, якім пишуць там і по-польску, і по-украінску, і по-нямецку, не ведаю, там па-літоўску прапаноўваюць, там не прапаноўваюць, что-нибудь там выходят, то есть вербуюць, значыцца праца ідзе, значыцца такія ёсць, значыцца факты ёсць. Ці варта займацца нам гэтымі выкрыццём і пошукамі агентуры? Ну, конечно, заниматься надо. Понятно, что режим Лукашенко не спит, не дремлет. Он каждый раз чувствует с нашей стороны угрозу, поэтому он так себя и ведет. И понятно, что КГБ, как бы там товарищ майор не лажал, но один раз в год, как говорится, и палка стреляет, понимаешь, и кто-нибудь нет-нет, да завербуется, я так думаю. Мне просто непонятно в этой ситуации, уже столько про это было разговоров, столько всего. Взять тоже черную книгу Беларуси, когда там администратором был КГБшник. Ну неужели нас здесь за границей, вот, да, людей, это ничему не учит? Ну, я не понимаю, вот если бы мне пришло хоть какое-то сообщение, первое, что я бы сделала, я отправила бы его, я не знаю, там, Саше Кабанову или там Володе Жигарю, ребята, смотрите, что за шняга. Никогда в жизни я не стала бы общаться, отвечать на это сообщение, и там, а тем более там, соглашаться на какое-либо сотрудничество с кем-либо. Потому что Мельникова непонятно, агент она, не агент, но тем не менее человек пропал, понимаешь, просто исчез. 21 век, все понатыкано камерами, везде все, а найти никто не может, да, там Котов тоже пропал, вот сейчас вот эта история с, господи, как ее, Алина, да? Да, Харрисова. Вот. Да, Алина Харрисова. Ну, почему ты... Вот она, я читала ее большое интервью нашей Ниве, да, она говорит, я хотела посмотреть, что если это все-таки сотрудники КГБ, как-то вывести их на чистую воду. Я сейчас ее не обвиняю. Да, я понимаю, что, может, стрессовая ситуация и так далее, и мне просто непонятно, ну, зачем вообще было соглашаться с кем-либо сотрудничать. Она говорит, я хотела их вывести на чистую воду. Но если ты в этом ничего не понимаешь, не знаешь, какие у них методы, вообще не бум-бум, ну, как бы ты их вывела? Ну, это такая наивность вот это, вывести на чистую воду. Все, что ты могла сделать, вот прямо вот с порога, это сообщение переслать туда, кто может проверить, откуда вообще ветер дует. И все. И дальше все. Блокируешь и забываешь. И так должен каждый делать. Понимаешь? Потому что проверить всех тоже невозможно. Детектор лжи, как мы понимаем, не вариант по двум причинам. Первое, не каждый соглашается. Второе, как мы понимаем, его можно обойти. Да? Там, или человек слишком эмоциональный, что-то не так пошло. Ну, в общем, это не панацея от всего. Поэтому новые знакомства надо очень осторожно, особенно переписка. Когда мне кто-то пишет, любой человек, я там журналист такой-то там, или я оттуда-то, я с такого издания, я всегда пересылаю это людям, которые могут это проверить. И я никогда не отвечу, никогда не соглашусь ни на какое интервью, не буду вести диалог, пока не проверят и не скажут, что да, это действительно вот такой-то там журналист такого-то издания, я его там знаю, да, это его там ник, все нормально.
Если это что-то мутное, я никогда не буду рисковать. Ну да, і тут самый, конечно, як ты правильно сказала, самый лепшы факт, самое лепшае дзеянне гэта, па-першае, не адказваць, не весцісь, не спрабаваць паказаць, які ты там разумны, як ты зараз там іх патроліш усіх, а апублічыць, праверыць і ўвогуле не связывацца. Ну, нават не ведаю, як тут у такой ситуацыі што рабіць далей. О, складаная. Понимаешь, это просто говорит о том, что репрессии, они не только внутри страны, но они уже распространяются и за пределы нашей Беларуси, потому что, опять-таки, с интервью Алины, когда она говорит, что там запугивали родителей, когда маму там с больницы забрали, там надо было, чтобы она позвонила, там, и так далее. Это вот просто вот это все надо рассказывать и говорить, и опубличивать, что посмотрите, у нас небезопасно даже за границей. У нас пропадают люди, нам угрожают, у нас отнимают имущество, на нас заводят уголовные дела заочно. И вот это все перечисляем заново. И ходим с тем, что у нас не только в Беларуси репрессии, но и за пределами, чтобы об этом знали западные политики. Так, пакуль мы тут не закончылі, я так ні разу і не зрабіў такую невялічкую рэкламу. Ну, па-першае, безумоўна, заходзьце на сумесны канал Вольгі і партнёраў, калег вечаровы кефір. Ну і асабісты таксама YouTube канал Ольга Такарчук. Спасылачкі на абодва гэтыя каналы ёсць у нас у апісанні да гэтага стрыма. З задавальненнем гляжу заўсёды ваши выпуски. Слухай, вот апошні выпуск і зноўку пародія на Тихановского. Что ты вот ніяк не отцепишься от этого сярожа? Ну, соскучилась я по нему, с ним было так весело на самом деле. Но он такой мемный, бегал, ну, пробежечки там всякие его, не знаю, ну вот как-то вырывается иногда, не хватает его. Но на самом деле жалко, очень жалко, что у него был очень популярный канал, его много лет ребята поддерживали, и что он сейчас так просто умирает, скажем так, с огромным количеством подписок, вот, и огромным количеством труда, которое в него было вложено. А так нет, я очень рада за него. Все в Америке, занимается детками, учит язык. Ну, замечательно. Каждому свое. Ну, каждому свое. Слухай, ну вот ты ж колькі разоў казала, что ну у вас в принципе такие, ну такие добрые адносіны со Светланай, а ты постоянно нападаешь на Сергея. Гэта не псуе ваши такие вот дзяўчачыя адносіны? Во-первых, я на Сергея не нападаю. Когда мне что-то не нравилось в его действиях, я просто об этом открыто и честно говорила, там, где многие боялись говорить или молчали. А я вот не боялась и говорила то, что мне не нравится. Если это было по делу, я считаю, что все мои слова и все мои нападки на него были по делу. Он это тогда заслужил. А сейчас я его вообще не трогаю. Но всплывают иногда какие-то вопросики или где-то он что-то там, статью разместил, там, это финляндизация. Ну, посидели 2 минуты, пообсуждали. Нет, а со Светланой, то есть у нас был небольшой разговор, что как бы это все раздельно. Наше общение, ее общение с Сергеем, мое общение с Сергеем, это все не пересекается. То есть мы же все взрослые люди, мы все понимаем, и она же тоже прекрасно тогда видела те ошибки, которые Сергей совершал в отношении белорусов. Поэтому... Я ж ничего, не, понимаешь, у меня ж не было самоцели его оскорбить, обидеть, там, унизить, да, там, как-то принизить его какие-то заслуги 2020 года. Нет, я просто высказала свое мнение. Но на то я и блогер, слава богу. У меня есть канал, на котором я могу открыто говорить то, что я думаю, то, что я чувствую, и то, что, кстати, очень у многих откликнулось в душе, очень много было комментариев серии «Спасибо, Оля, у нас такие же ощущения, такие же эмоции, мы тоже так думаем, но мы или боимся говорить, или нам негде говорить». Ну, то есть, поэтому... Оля, не нападаю я на него. Ладно, гляди. А вочы такие хитрые. Ладно, добрые.
Оля, тэмы, якія мы с тобой уже закраналі і якія я ведаю, што цябе таксама хвалююць. Першае, гэта тое, што апошнім часам даволі шмат расіян пераязджае ў Беларусь. Некалькі там гісторый мяне так трыгернулі. Першае, як там сям'ю акупантаў з Крыма, з Севастополя вывезлі, але чамусьці у Беларусь. Потому что тут хорошо, тихонько можно пересидеть вот этих вот как бы и у Беларусь. Тыя, хто прыйшоў незаконна на штыках у Крым і аджаў яго у украінцаў. З другого боку, інфармацыю про тое, так як расіянин прыехаў у Беларусі, такі тут так я тут ужо беларушваюся, там типа там і мову пачынаю там разумець і гэтак далей, і там пишуць: такая тут как бы беларусізацыя русских вельмі добра адбываецца. Ну як ты ўспрымаеш вот гэтае такое пастаяннае такую тэндэнцыю пераезда расіян у Беларусь? Бачыш ты в этом пагрозу ці не бачыш? Нормально гэта ці не? Очень плохо, очень для меня это болезненно, вот это какая-то медленная, тихая оккупация нашей страны. Сегодня как раз тоже в Трейте прочитала, тоже мужик пишет: еду на Беларусь. Типа, где побывать? Уже не Белоруссия, но на Беларусь, да? Ну вот зачем вы сами провоцируете нас вот такими? Вы прекрасно знаете наши отношения, когда нас называют Белоруссия, когда едут на Беларусь, когда там про наши рубли, про наш язык там издеваются, смеются. Ну зачем? Я уже много про это высказывалась. Я очень надеюсь, что это ненадолго, что все-таки война в каком-то там обозримом будущем закончится, понимаешь? И, может быть, у них там, я не знаю, они встанут и начнут свергать своего царька, у них появится интернет, вернется Зара, и они тоже все развернутся и вернутся. Вот. А пока что, к сожалению, Беларусь для них самая удобная страна, понимаешь? В Евросоюзе многим сложно, то есть многим отказывают, вот, особенно если ты там где-то там воевал. А Беларусь что, приехал, язык понятен, культура, мы сейчас обескультурим вашу страну, ничего, там пару раз насрем на площади, и уже смотри, практически как в России. Вот. Поэтому, и рядышком, близенько, по их зарплатам и не сильно там дорого как бы получается, по крайней мере для Москвы и Ленинграда как бы в принципе приемлемо. Понимаешь? Поэтому, конечно, для меня это страшно, для меня это ужасно. Я не понимаю, как можно приезжать в гости со своим уставом, со своим самоваром, наводить свои порядки и не понимать, что ты в гостях. Как бы тебе не было комфортно, уютно, ты всегда должен помнить о том, что ты в гостях. И поэтому ты должен соблюдать те правила, те уставы, которые существуют в этих гостях. Они вот такие. Поэтому их никто не любит. Поэтому они дальше и дальше делают все, чтобы их еще больше и больше никто не любил. Вот мы все их и не любим. І таксама тэма, якую мы с тобой абмяркоўвалі, правда, троху у іншым ракурсе. Цябе так у свой час вельмі падарвала, і мы потым з тобой абмяркоўвалі гэта в эфіры, як у Мінску там шмат людзей прыйшло на канцэрт Газманова, які там выступаў на плошчы там бесплатна, там гэта халява, сэр, можна і на Газманова пайсці там і гэтак далей там. Ну і ўвогуле так там на расійскіх гэтых выканаўцаў зэтаўскіх, якія падтрымліваюць вайну, валам валяць і ходзяць, і ты сябе гэта вельмі абурала. Вось на гэтыя выходныя прайшоў у Варшаве арганізаваны хорошымі рускімі фестываль, дзе нават выступали две беларускія рок-групы «Дай дарогу» і «Джейморс», але таксама было шмат дыскусій наконт таго, што ці варта беларусам туды ісці. Другія казалі: а што там, это ж вот как бы людзі, якія таксама выказалі сваё стаўленне да рэжыма Пуціна, да вайны і з'ехалі з краіны, яны пазіцыю сваю вызначылі, потым пачалі з другого боку казать: а что вы тут нам указываете, куда нам ходить, куда нам не ходить? Мы выехали в демократичную краину, как мы тут сами вырашали, что нам робить. Другие там пришли сказать, что за ярый национализм тут, вообще на русских не ходить белорусам и гэтак далей. Як табе гэта бачыцца ўся ситуация?
Слушай, ну тут же главная загвоздка была, насколько я понимаю, в том, что этот концерт совпал с Днем России. И вот в этом вот, наверное, суть вот это, Слухай, что ну как бы шмат вроде для типа каго, асабліва для беларусаў, а можа і для расіян, якія нават не ведаюць, калі там той дзень России, что ім там той дзень России. Ну супал і супал. Я можа потым пасля таго, як прачытаў нейкі матэрыял на Еўрарадыё, даведаўся, что это быў дзень России. Согласна, я тоже про День России узнала только когда Леон Вольский отказался участвовать. Тогда я узнала, что у них, оказывается, вот 14-го День России. Ну смотри, но эти люди же определились, они сказали свое слово против войны, против того, что происходит в их стране, против того, что в Украине происходит. Там тот же Макаревич, сколько он нас поддерживал в 2020 году, как и многие. Да? Ну, я не вижу ничего страшного на таких русских сходить. Я ж не говорю, что русские все уроды. Понимаешь? Вот прямо вот все поголовно. Нет, ну, в любой нации есть и хорошие, и плохие. У нас тоже есть, да, и хорошие, и плохие. Понятно, что если бы там сейчас вот туда еще приехал Газманов, и люди бы пришли на него уже в Европе, в демократической стране, я бы это не поняла. А когда совестливые люди, ну что им теперь, застрелиться только от того, что у них русский паспорт? Ну что им сделать? Ну, они тоже имеют право на творчество, на работу, на зарабатывание денег, на свою позицию, которую я уже повторюсь, они высказали. И спасибо им за то, что они высказали, за то, что они не продали свою совесть, душу, не остались в России, не орут вместе с Охлобыстиным Гойда и не подпевают Газману. Понимаешь? Спасибо. И они молодцы в этом плане. То, что происходит у них там в оппозиции, это их терки, так же, как у нас тут. Да? У нас тоже не все гладко. Вот. Но это искусство. Ну, почему нет? Я бы тоже, если бы была в Варшаве, скорее всего, пошла бы на этот концерт с удовольствием. Ну бачыш, да, самое галоўнае, что у Варшаве у гэты дзень так супала, і прычым как бы не дзень России яны адзначалі, але былі тут акурат такі дні раёнаў, тут былі дні Урсынова, былі дні раёна Волі, і на гэтых мясцовых пляцоўках ладзіліся офигенные, здаравенные, бесплатные концерты, где можно было побачить от сучасных популярных, ну найчасцей мясцовых польских так рэпераў да просто культовых рокераў кшталту Культ, выбачайте за тавтологію, альбо там Леди Панк ці яшчэ что-нибудь. Калі ласка, ну хтосьці рос на машине часу, той пошел на Макаревича, хтосьці рос на Культе и пошел на бесплатный концерт, где можно было оторваться. Так, ну то есть вот она, вот демократичная краина, где можно робить свой выбор. И тут размова про выбор, а не про адмыватель, не адмывание русских, как пишет Гэри Дэвидсон. Так, согласна. У меня тут, если что, ремонт, поэтому я могу шуметь. Не у меня в квартире, надо мной. И мы теперь просыпаемся каждое утро в 7 утра от дрели. Очень романтично. Ну, але з іншага боку можна падаць, ты знаешь, я то задаю пытанне, а там нешта пачынаю гудзець, і там Такарчук заводзіцца ад майго пытання, да? Зараз узляціць. Добра, в любым выпадку дзякуй за сённяшнюю такую цікавую размову, выказалі сваё меркаванне, нават гэта такое не эфир с экспертам, а такая размова двух людзей, якія абмяняліся сваімі меркаваннямі. Блогерка Ольга Такарчук, подписывайтесь на яе YouTube канал и YouTube канал Вечаровы кефир, не забываюся подписываться на YouTube канал Еврорады. Дарэчы, ну что, Ольга, зробім такую обвесточку невялікую, тому что может быть яшчэ не ведаюць наши слухачы і гледачы, але мы з Ольгай дамовіліся, что будем регулярно сустракацца в эфиры Еврорады, не часто, раз на 3 тыдні, 10 так приблизно, але так вот по-сяброўску будем абмяркоўваць, благерыць на тэму розных навінаў і падзеяў, якія нас закранули. Так? Да. Так что пишите ваши вопросики. А мы дадим вам наши отказики. Дякую вялікі. Ольга Такарчук, Зміцер Лукашук. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Дякую. До встречи. Живи вечно.